На время чрезвычайного положения в стране были приостановлены лицензии телеканалов «Примул Молдова», ТВ6, Архей ТВ, Акчент ТВ, НТВ Молдова, РТР Молдова. В своем выступлении депутат Народного собрания Гагаузии Елена Юрченко отметила, что к ним неоднократно поступали обращения от жителей автономии, в которых они высказывают свое пожелание относительно российских телеканалов. Закрытие данных телеканалов говорит о том, что жители Гагаузии и сотни тысяч жителей Республики Молдова будут лишены доступа к информации. Депутат Народного собрания Гагаузии Иван Димитрогло подчеркнул, что на территории Гагаузии действует 3 языка, и решение чрезвычайной комиссии нарушает права русскоязычного населения. Говорят о политическом плюрализме в Республике Молдова, говорят о демократии, говорят о свободе слова. Но на деле мы видим, как нынешний режим сотворил из нашей страны тоталитарный режим, где сегодня есть президент, где сегодня есть парламент, где у правящей партии есть вся вертикаль власти, в том числе включая судебную. Сейчас они берут под себя и прессу. В стране диктатура. Народный избранник Михаил Попов высказал мнение, что основной причиной закрытия 6 телевизионных каналов является правда, звучащая из голубых экранов. Они говорят правду о нищете в нашем государстве сегодня, правду, как ведут себя наши нынешние руководители нашего государства, о их некомпетентности. Естественно, им это не нравится, и они закрывают это. Но это никому не секрет сегодня, что у нас происходит в государстве. У нас все, кто не лояльны к нашему государству, они подпадают под пресс. Принимаемые решения сегодняшней власти запрещают в стране все то, что воспитывает в людях патриотизм, отметил депутат Народного собрания Леонид Кюся. Изначально они запретили советские фильмы, российские новостные порталы, запретили георгиевскую ленточку. Они запретили то, что воспитывает у людей патриотизм, воспитывает у людей любовь к родине. Депутаты Народного собрания Гагаузии выразили мнение, что международное сообщество должно высказаться по данному факту. Елена Радко, Главлад Табачук, Мария Казаку, Новости ГРТ.